Всем привет из Коми, привет от Олега. Первый выезд на УАЗике, ребят. В сторону первой избы сейчас поедем. К сожалению, начался дождь, начинается. Взял с собой Тулана, вон он бегает. Ну и после зимних покатушек я еще не не ездил туда. Посмотрим, какая дорога. Вот так дорожники поперек дороги проложили, бревна. Под бревнами вода протекает. Ну не знаю, это поможет или нет. Давайте, съездим. Где-то полпути проедем. Там посмотрю, бересту еще надо собрать. Грибы посмотрю. Со мной сегодня Никита. Поехал. Он хочет порыбачить. Ну как будет, все я буду снимать, показывать. А вам приятного просмотра. Этот участок постоянно, каждый год. В общем, очень сыро тут. И бездорожье. Вот в этом году, пока данный момент, все подсохло. Там канава вырыта. Здесь мостик был. Ну, мост просто зарыли и все. Закрыли. Ну, немножко бревна подложили. Не, нормально тут. Я думал, этот участок хреновый. Вроде все нормально. Едем дальше. Тут еще ямы будут. Ну вот, тут уже яма. Ну, эта яма до этого времени тоже была. Ну, это для УАЗика не яма. Но на Нивах или на Жигулях уже можно там застрять. Так как немножко тут с глиной получается почва. Объезжают кто как может, не может. Вон там застревали, видно. Да, ямы глубокие, между прочим. Понятное дело, колея еще с весны вот осталась. Весной ездили КамАЗы. А в принципе дорога там нормально, ездить можно. И самое главное, расширили, намного шире стала дорога. Смотрите, какой ширины сейчас дорога. Доехали до развилки. Зимняя дорога прямо, а здесь мы поедем к речке. Как дождь идет, никогда вообще жесть. Вот это попали мы. О, Тулан. Догнал. Недалеко, оказывается, он был. Ну вот. Ветрено и сыро сегодня. Чуть-чуть не повезло с погодой. Так все хорошо было, когда выходили. Такие дела. Ну, сейчас пока Никита рыбачит, я куда-нибудь схожу. Пусть погуляет Тулан, искупается. Давно уже будкой сидит. Ближние походы я его не беру. Сегодня подальше уехали, и вот сразу его взял с собой. Не может нарадоваться он. Хорошо. Машину там я оставил, УАЗик. Сам пошел, прогуляюсь. В планах такой, я Никиту предупредил. Я говорю, часик поброжу. Я пойду по летней дороге, а может по зимнику такой круг. Ну, километра 4, наверное, будет. Дождь не прекращается, ребят, честное слово. Одежду будем испытывать под дождем.
Это костюм от компании всегорки.рф. Первый раз под такой дождь попали. Ну, все красиво. Можно сегодня было тоже и веники собрать. Вот видите, как все изменилось, погода. Тулан впереди меня идет. Такой небольшой поход, ребят. Пеший поход сделаем. Заодно посмотрю летнюю дорогу, где что как. Ну, блин, что-то меня пугали, что-то там говорят, дорога вообще хреновая, застревая, невозможно проехать. Ну, я сейчас проехал, немножко вам поснимал. Нормально. Я уже как бы начал отсыреть. Блин, вряд ли, наверное, получится, конечно, столько километров пройти. Хотя бы так, до моста пройдусь. Заодно мост надо посмотреть, ребят. Через таежную речку, который идет мостик. А тут луг, тут вообще сыро. Вижу, ягоды смородины уже полностью покраснела. Шиповник, ну, совсем мелкие какие-то. Ну и глянем еще, если будет возможность, посмотрю, будет ли рябина именно в тайге. В селе-то их много, а здесь посмотрим тоже. Здесь тоже поля были. Смотрите, все как зарастает. Ну, а здесь еще стог, место, где делали раньше. Вон там избушка. В прошлом году я там чай пил на улице. И дерево, черемуха. Ребят, черемуха до хрена будет. Черемуха есть. Будет черемуха, будет рябчик. Так что обнадеживает. Тулан особо далеко не отходит. Возле меня так. Ничего. Еще пару месяцев уже на охоту буду брать его. А Никита пусть рыбачит сегодня. Несмотря на этот дождь, он в плаще. Пусть лучше с удочкой постоит там, посидит, чем лежа с смартфоном. Надо больше выходить в лес. Лето короткое. Смотришь, опять зима. И на учебу. Ну, возле деревни тоже рыбачит. Что-то вообще не очень-то клюет там. Вроде и дорога такая, так посмотришь, нормально, но осенью очень много раз застреваем здесь. Колея очень глубокая, скидывается, как везде уже прокладывали под колеса там. Смотрите, какие колеса на колеи, но сейчас более-менее. Вот и река. Еще с километра, наверное, осталось. Там будет мост. Тоже мост надо глянуть. В пути смотрю по сторонам. Грибы тоже пока выхода я не увидел здесь. Здесь тоже сенокос был. Поле. Сегодня пешком иду, поэтому более-менее еще что-то рассказываю, ребят. Обычно я тут еду. Не до съемок, просто за руль держусь, и лишь бы не застрять. Постоянно кто-то сидит тут. И мало еще кто катался. Пока. Может, по Зимнику ездят. Там тоже надо дорогу посмотреть. Тут тоже свежие следы, как стревали. Копались тут. Совсем изменилось там. То весной, наверное, тут ездили. Вездеход, не вездеход. Буксовали капитально. Тут тоже, скажу вам, воспоминания есть у меня. Здесь, короче, яма будет. Ну, была, сейчас-то уже подровнялась после дождей. Уже снег был. На косачиную охоту там ходил зимой.
Но на машине я еще ездил. И вот тут, короче, такая вот была яма. Вот здесь. Там колея. Сейчас, между прочим, колеи уже не осталось. Вот тут вот тоже колея. Я, короче, отсюда взял разгон. Газку дал. Машина с одной ямы. Тух, и вот так перепрыгнула и вторую. И на обе моста я сел. Вообще на обе моста там. И, ну, в одиночку я ничего не мог делать. Все, застрял. Позвонил знакомому. Говорю, приезжай, выручай. Я сижу. Езжай, говорит, ко мне. Говорю, езжай ко мне. Викторовна даст тебе топливо. Все есть. Бери пилу. И приехал. Ну, так называемая вага, наверное. Вдвоем. Один поднимает, второй под колеса подкладывает что-то. Одним словом, я вылез с помощью Ваньки с этой ямы. Потом пешком сходил еще на охоту. Вот не помню только, что-то добыл или не, просто не помню, сейчас не могу вспомнить. После этой ямы, ребят, я поехал домой. Тоже с мужиками так тыры-пыры разговариваем. Вот, говорит, такую историю я попал. Застрял. Что, говорит, реечный домкрат не покупаешь? Понятия я не имею, что такое реечный домкрат. Наглядный пример я посмотрел, что это такое. И я увидел, что реечный домкрат, блин, в одиночку там можно вылезти из любой ямы. Сколько раз у меня уже сейчас тоже это домкрат выручал. Вот такие истории, ребят, по пути. Вспоминаю, здесь сколько раз. Пипец, вот там тоже. Ну сейчас, знаете, вот меньше стали ездить, сейчас уже перестали заготавливать сено. И вот эти КамАЗы, Жилы, Урал, вот раньше ездил тут. Ужас. Вот мост, этот, днище там. Тащи, ну, как сказать, прикасается к земле. Кто-то, может, на маленькой машине ездит. Тут, короче, тоже сидел. Лужа большая, вообще огромная. Вот тогда я домкратом реечным даже отсюда выезжал, вон там проезжал. Сейчас здесь вот обходим как-то. Прикинь, как льет дождь. Ну, что поделаешь. Ничего, высохнем. Домой приедем. Мы приедем и подсушим сейчас здесь небольшой ягель. Тоже посмотреть надо грибы. Здесь озеро. И на посадку 2 кряквы пошли. Может, чуть дальше пролетят. 2 взрослых кряквы. Но на крыло уже, в принципе, тоже уже встанут эти утята. Тут прям вот это озеро вот здесь проходит. Вообще не хочется туда лезть. Без этого уже как бы везде сыро. Сверху и снизу. Пипец, погода сегодня. Ну вот, ребят, зимник. Я дошел до моста. Мост на месте не уплыл. И немножко, даже, знаете, такой порог получилось. На старый мост настил постелили. Здесь подъем такой нехороший. Сюда еще надо что-то подложить, наверное. Вот. Старый мост там. Ой, блядь. Не провалиться бы никуда. Вот так все выглядит. Вот старый мост. Ранее я там ездил. И сейчас намного выше, конечно, стало. Прям очень высоко. Сюда надо еще было столбы, пару штук, воткнуть. Вот сюда, чтобы мост не уплыл течением.
Таежная речка небольшая. Комаров сколько, ужас. Ну, примерно так, ребят. Я это и хотел посмотреть. В каком состоянии мост, во-первых. Ну так себе. Не знаю, сколько продержится, конечно. Так, времянку сделали. Им похрену. Главное, сезон продержалась бы и дальше пошли в другую степь вырубать лес. До избы осталось примерно на 2,5 километра. До первой избы. От Чилы 2,5-3. Короче, туда идти я сегодня не стану. Вот такие дела. Бобры живут, между прочим, на этой реке очень много. Расплодилось их очень много тоже. Фу, ладно, кусают, стоять некогда. Обратно иду по Зимнику. Здесь пока все хорошо. Вдоль Таежной реки идет дорога. Там болотистые места, наверное, я не знаю. Только может на вездеходе проехать. Тут уже ямы начинаются, хотя. Течение как шумит. Здесь была в старине мельница, настоящая мельница. Муку молотили или что там, зерно. Потом после этого дорога там была. Лес вывозили. Но этот мост как-то резко куда-то прям испарился, наверное. Течением унесло. Но долго держалась. Долго. Конструкция такая, знаешь, для старину делали вручную все. Это сейчас экскаватором за полчаса мост могут забабахать. Залетел я на осиное гнездо, ребят. Вон они. Бля. Все, заметили меня. Разведка. Короче, я зашел в лес, чтобы бересту снять. А там гнездо. Как дурак еще я шевельнул, а они там выскочили сразу. Толпа такая. Сегодня дома они сидят. Ага, давай, подойди. Во. Все. Ох, муцатыш. Ага, укусили его. Я и говорю, лучше уйти отсюда. Зашли на чужую территорию. Ну не полторы негасьян. Не трогай их. Где-то Копалуха. Не вижу я его. До этого еще отсюда взлетел. Где она? Выводок. Видно, здесь выводок. Прямо над головой где-то сидит. А, вон она. Да, Копалуха, ребят. Сейчас покажу, взлетит он. Она на сосне там. Вот. Мамашка. Вон ходит. За елкой уже. Да, Копалуха. О, взлетела, перелетела. Сейчас нормально вам покажу и беспокоить ее не стану, конечно же. Собака не знаю, куда ушел. Он сидит, да. Хороший такой. Хороший это есть. Мамашка. Сейчас летит, ребят. Вон она. Вон Копалуха. Дозмер. Он сейчас летит. О, видели?
А до этого, ребят, 2 штуки вот здесь где-то поднялось. И как-то непонятно, как кричат они. Что-то. Но сразу понял, что это кополуха. Но странный крик такой. А, вот и тулан вернулся. А, бездельник. Вот такие дела, ребят. Пусть размножаются. Это хорошо, что есть кого-то видим. Но они вот сейчас в таких сырых местах и питаются вот этой травой. Вот кормовая база для них. Самая кормовая. Они до поздней осени питаются вот именно этой травой. Вот. Глухари, и кополухи, и все. Вон она, буквально от силы 10 метров от меня. Значит, птенцы где-то сидят тихоря. Вон она, ребят. Кополуха. Вот тулан лает. Молодец. Ну вот, сырость начинается. Что-то тулан нюхтит активно. Застревали, ездили. Дорога так себе. Дорога не очень. Но проехать можно. На УАЗике, думаю, можно проскочить. Тут уже все хана. Тут и вагами, и чем только не поднимали машину. Вон он. Ручей небольшой. Может, той стороной проехать. Фу, блин. Тут вырубка начинается. Надо помазаться. Уф, меня просто сожрали уже, блин. Фу. Я не подозревал, что такая делянка тут еще может быть. Делянка большая. Дорога куда-то вон туда еще идет. Комаров сколько тут. Ужас. Вот. Сыро, а там уже возвышенность какая-то. Туда идти не стану. Я там ничего не оставлял. Фу. Сосновый лес отсюда взяли. Ой, черные вороны кричат. Ладно, ребят. Тут просто достают комары. Фу. Кого-то очень сильно лает там, ребят. Не знаю, кого он там. И перестал, пока шел. Где он? Кого-то гонит, да? Или не понял вообще. Или куница, или кто там. Что-то вроде серое было, не понял. И перестал лаять. Или
Тот же хорек, или как его, в земле он, который живет. Пошли туда. Весь сырой. Короче, так и не понял, кого он так активно лаял. И я видел, кого-то он гнал. Пипец, привидение какое-то. Потерял, оставил. А, Тулан. Ну, немножко как охотничий инстинкт проснулся у тебя снова. То будка лежал уже сколько. Погонял птиц и зверей. Но они уже на крыло встали, птицы. Так что все безопасно. Брусники вообще нету совсем. Здесь я походил тут. Там береста. Ну, тоже бересты мало. Но немножко хоть набрал, и то ладно. Тут, ребят, настил. Между прочим, пока хорошо все держится. Ну, тут небольшая яма. На УАЗике здесь можно проехать. Там была тень. Сырость. Вот там мы пешком ходили. Ну и еще я тут на восходе бывало проезжал. Вон там. Но скажу вам, хреновый участок. Пока все ништяк. Вот там видно еще вот настил. Не знаю, сейчас дойду до туда, вот там посмотрю, какое место. В принципе, еще недельку, если будет без дождя, там вот более-менее одна яма, где можно застрять. А так, даже, наверное, я решусь и проеду здесь. Хотя я люблю застревать. Вот такие дела. Дождь прекратился, вообще здорово. Не водосток тут получился, а шлагбаум. Ну, видно, что ручей бежит, в принципе, под этими бревнами. Тюк-тюк-тюк. Ну да. Тоже проскочить можно. Да, если будут здесь ездить, один что-то подложит, второй. Лучше, чем раньше было сейчас. Сейчас лучше. Интересно, до первой избы там. Ну, в принципе, так должно тоже быть. Здесь я вижу морожку. Вон она. Ягоды. Вот тут густой лес, ребят. В густом лесу морожка еще хоть немножко, ну, чтобы угоститься, есть. Скажу, что много их, но для угощения будет. Все, побежала. Ручей побежал, ну там тоже тупик. На днях тут прошел лось. Один. Второй. Или один туда-сюда ходит. Короче, за целый день вот такой один след я видел. Больше ничего. Дошел до курилки. Тут, наверное, тоже делянка была. Здесь тоже вырубали. Да, первая делянка вот здесь, заезд. Ладно, я здесь бересту оставлю. Пока тут оставлю еще. Пускай тут лежит. Отсюда будем подниматься. Кусает тебя тоже. Весь в крови. Пойдем к Никите. Никита там тоже надоело уже там сидеть, рыбачить. Может, давно уже в кабине сидит. Ну что, с погодой нам не повезло, что поделаешь.
была бы солнечная погода, как-то веселей и для рыбалки, и для походов. Но все равно сходили, побродили. Это была разведка, даже дороги, скажу вам, где лучше ездить, где какие ямы. Так что походы еще только начинаются на УАЗике. И надо еще немножко подремонтировать. Что-то я, когда поворот делаю, у меня что-то хрустит. Поворотный кулак или что там, я в этом не разбираюсь. Это специалистам я сдам машину, пускай делают. Я просто туда не залезу, я не умею это делать. Но надо что-то какое-то сделать, потому что есть такой нехороший хруст. Вот когда вот резкий поворот, прям что возможно, поворачиваешь руль и потом начинается клен, вот такой. Блин, кто механик, сразу поймет. Здесь тоже заросло все капитально уже. Пришел прям ливень на улице. Никита еще рыбачит. Никита! Никита! О! Летя вога! Замаскировался, не видно его. Клюет, может. Угрожена! Че он мне отвечает? Опа. Угрожена никто. Ha. Шеде. Ha. Шеде змійка? Шеде змійка. Пükçeri. Відлала. Ой. Me kotasis koina. Koujali. A este nesed? Водяс, конечно, талон. Чай-то юштен. En nakaile. Tati szedlasis. Тулан, локса тыщ. Пошли туда. Так, пошли мы в машину, короче. Никита еще хочет рыбачить. Как надоест, придет. А я его буду ждать в машине. Тулана увозим сейчас в кузове. Ничего не поделаешь, короче, если в этом сезоне телефон. Ну что за фигня, это у Никиты телефон там. Вибрация. Где он? Чего он не идет? Господь Тулан. Терпение, конечно, оказывается, у него есть. 2 рыбы поймал. До сих пор рыбачит. Молодец. Тула. Чай.
Рыбак до сих пор рыбачит. Все, было, все, Лотаче, тula, Лотаче. Ну вот и все, ребят, будем заканчивать. Вот такой небольшой поход был, получился у нас. С погодой, как еще раз повторяюсь, не повезло, но будут еще походы, будет солнце, все впереди. Так что на этот раз все пока и будьте здоровы. Мы поехали уже домой, никуда не остановимся, сырые.